Эфир нашего канала продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Ее работа совпала с тяжелым периодом пандемии. Елена Борисова покидает пост министра здравоохранения Якутии. Кто назначен исполнять обязанности главы Минздрава? Поездки из Якутска в Нижний Бестях на Хивусах станут дороже, однако остается возможность переправиться на паромах. Какой вид транспорта выбрать? Поддержка ветеранов и больных раком, защита от мошенничества и поиск животным из приюта. Новых хозяев в Ленске добру посвятили целую неделю. Елена Борисова освобождена от должности министра здравоохранения Республики Саха-Якутия в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в своем телеграм-канале. Елена Фраимовна прошла практически через все звенья медицины, начинала свой трудовой путь с работы санитаром в первой республиканской больнице. Министром здравоохранения была назначена в 2018 году. Должность министра совпала с тяжелым периодом пандемии, и Елена Борисова показала себя как настоящий профессионал своего дела. Исполнять обязанности министра здравоохранения Якутии назначена Лена Афанасьева, врач-онколог с 25-летним стажем, главный врач Якутского республиканского онкологического диспансера. Об этом также сообщил глава республики Айсен Николаев. Под руководством Лены Афанасьевой онкодиспансер переехал в новое приспособленное помещение, благодаря чему удалось увеличить число операционных. Проведена работа по модернизации оперблоков и лабораторной службы, закуплено современное оборудование. Сегодня депутаты Госсобрания Илтумен Республики собрались на очередную сессию. В повестке порядка 60 вопросов. В частности, обсуждают изменения в составе депутатского корпуса после выборов, а также перемены в структуре комитетов. Отдельный блок посвящен бюджету. Рассмотрен проект закона о государственном бюджете республики на следующий год и на плановый период 23 и 24 годов. Кроме того, Госсобранием запланирован правительственный час. Народные депутаты отдельно рассмотрят вопросы здравоохранения. Далее к эпидобстановке. Еще 276 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Якутии за минувшие сутки. Об этом сообщила замруководителя оперштаба региона Ольга Балабкина. Так, в столице республики 137 заболевших. Высокое количество больных продолжает сохраняться в Мегино-Кангаласском районе. В Намском и Мирнинском районах по 11 случаев, в Эмиконском 10, в Алданском и Чурапчинском по 9, 8 в Нерюнгринском, 7 в Тампонском, в Амгинском и Татинском улусах по 6. Еще в 15 районах Якутии фиксируют от 2 до 5 случаев заражения. Ольга Балабкина напомнила, что с сегодняшнего дня посещение учреждений культуры возможно только при наличии QR-кода. С сегодняшнего дня ряд учреждений культуры республики, через некоторое время и спорта, будут осуществлять проход через соответствующую пропускную систему, называемую QR-код. Необходимо обратить внимание, что право захода в такие учреждения имеют те лица, которые прошли вакцинацию и имеют этот QR-код, либо же непосредственно лица, переболевшие, также имеющие QR-код. Посещение культурных учреждений детьми, самостоятельно находящимся на карантине, в зависимости от классов, не допускается. Дети посещают культурные учреждения совместно с родителями, если их классы или школы не переведены на дистанционное образование. Продолжается завоз сена в районы, в том числе из других регионов Дальнего Востока. До Нового года в хозяйство Якутии должны доставить около 30 тысяч тонн грубых кормов. В основном сено перевозят в Усть-Алданский, Тампонский районы и в ряд наслегов Чурапчинского улуса. На сегодня первые рейсы уже осуществили аграрии Чурапчинского и Усть-Алданского районов. На местах рабочие группы составили акты о весе. Отметим, что один рулон сена в среднем весит от 250 до 350 килограммов. Напомним, по итогам кормозаготовительной кампании подготовили более 390 тысяч тонн сена, что составляет 82% от общего плана. На сегодняшний момент завезли около 250 тонн, около 700 тонн, в том числе извне региона. И большую часть перевозки планируем закончить до конца года с ориентиром уже на установление зимников. В дальневосточных регионах сейчас очень большие вопросы по африканской чуме свиней. Очень большую работу провел департамент ветеринарии Республики Саха-Якутия. И, в принципе, эти вопросы сейчас решаются. С отдельными регионами есть еще определенные проблемы, но вот с Забайкалья мы уже активно сено перевозим.
Тема мусора в Ленском и Мирнинском районах в этом месяце оказалась как никогда актуальна. Ленчане берут пример с удачнинцев. И те, и другие живут в грязном городе из-за долгов. Если в удачном регоператор ждет от собственников 12 миллионов рублей, то в Ленске уже 20. Наладить сбор платежей и своевременный вывоз мусора региональному оператору не удалось с начала года. Осенью проблема стала заметней. Баки наполняются за считанные дни, и ленчане негодуют. Из всех городов такого типа это самый высокий долг населения и предпринимателей. Естественно, если бы эти 20 миллионов рублей мы могли бы получить, мы бы купили 3-4 новых мусоровоза, и вообще просто ни одного дня простоя не было бы вообще. Региональный оператор МПЖХ обязательства выполняет. Ежедневно техника выходит на улицы Ленска. Сейчас на весь город 3 уборочные машины. Техники не хватает. Оператор уверен, как только ленчане погасят долги, услуга станет качественной. Поездки из Якутска в Нижний Бестях на хивусах станут дороже. Об этом рассказали предприниматели, которые занимаются перевозкой пассажиров. Сегодня между двумя берегами реки Лены перевозками занимаются как суда на воздушных подушках, так и паромы. На Даркалахе до конца этого месяца будут курсировать 12 паромов до 25 октября, а после их количество сократится до 2. Они продолжат ходить по мере заполняемости. Хивусы же ездят с 203-го микрорайона. Перевозкой занимается Лена Транс. Для удобства жителей и гостей столицы оборудовано специальное сооружение под зал ожидания. Участники же ездят с территории городского пляжа. Стоимость проезда 1000 рублей. С 7 часов, часов до 6. Ездите туда-сюда по наполняемости или Да, как? по наполняемости. На сегодня сколько стоит тариф? 1000 рублей. И вот сейчас в межсезонье вообще спрос есть или нет? Или сейчас Конечно, как-то так? Спрос есть. Людей много ездит. А сколько транспорта? Так, там еще участники есть. Но у нас сколько? Раз, два, три, четыре, пять, 6 транспорта. Лена Транс. А тут поездка как-то зависит от погодных условий? Там дождь, снег или Нет, что-то? ничего не зависит. Якутские режиссеры Дмитрий Давыдов и Степан Бурнашов привезли на родину долгожданную статуэтку 37-го Варшавского кинофестиваля. Заслуженную награду и 2 спецприза от жюри фестиваля и премию «Нетпак» режиссеры получили за киноальманах «Ит». Помимо якутского фильма, в финале фестиваля отсмотрели еще 15 картин из разных стран, от Мексики до Австралии. Фильм «Ит» в Варшаве показали 4 раза. Фестиваль относится к высокой категории А, так что участие в международном мероприятии – большой успех для Якутии. Мы впервые участвуем на фестивале такого уровня А-класса, и получается волновались, что вообще поймут ли нас фильм, но к нашему удивлению был ажиотаж, аншлаги, и очень много зрителей приходили, и они еще приходили за счет того, что слышали друг от друга фильмы. И у нас в основном были зрители именно с Варшавы, польские. Даже приезжали из других городов, смотрели, благодарили, поздравляли. В общем, было здорово, и мы очень хорошо приняли в первый раз на этом фестивале, но приехали с призами. В Ленске стартовала неделя добра. В честь этого события в городе пройдут различные мероприятия. Их проведут волонтеры. Они направлены на поддержку ветеранов, больных рака, мероприятия в честь Дня письма, защите от мошенничества и поиску животным из приюта новых хозяев. Подробности у Светланы Балеевой. Сегодня у нас стартовала неделя добра, и сегодня мы дарим кофе. Жителям города Ленска кофе. Да. Спасибо большое. Спасибо. Вот с такой теплой ноты в ненастный день была начата осенняя неделя добра. От чашечки горячего кофе не смог отказаться никто. Вечер понедельника выдался прохладным, поэтому согреться кофе помог не только изнутри, но и как нельзя кстати согрел замерзшие руки. Для ленчан стал неожиданным такой теплый презент. Первый раз я такое вижу, что в нашем городе Ленске дают кофе прямо на улице. На улице так хорошо. Большое вам спасибо.
Каждый стаканчик ребята расписали различными добрыми пожеланиями, которые согревали и душу линчан. 30 кружек горячего напитка разошлись буквально на глазах. Первым днем недели добра волонтеры и организаторы остались довольны. Как оцениваешь? Очень здорово, потому что в нашем городе такая акция впервые. Люди, конечно, пугались, но тем не менее, когда выслушали до конца, они с удовольствием принимали от лучиков такой добрый жест в виде чашечки теплого кофе. Во вторник ребята передали Краеведческому музею капсулу с пожеланиями волонтерам будущего. Там она будет храниться 5 лет. На эту неделю лучи Ленска наметили себе еще много интересных мероприятий. Это и акции с участием врачей Ленской больницы и полиции, посещение приюта с безнадзорными животными и, конечно, традиционно весь день пятницы ребята посвятят помощи по хозяйству пожилым людям. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. В Якутске провели закрытый показ фильма, основанного на реальных событиях «Холодное золото». В основу картины легли рассекреченные материалы про банду Попова, которая в 40-х годах грабила золотые прииски в Южной Якутии. Жертвами жестокой банды становились и мирные жители. На поимку особо опасных преступников отправляется небольшой отряд НКВД. Удастся ли чекистам настигнуть особо опасных преступников в глухой тайге, или же члены банды останутся безнаказанными? Получить ответ на этот и другие вопросы можно будет уже через 3 недели. Премьера фильма «Холодное золото» запланирована на 11 ноября. Мы когда изучали это, были, конечно, шокированы, удивлены, что такие вещи происходили, кажется, у нас. То есть некоторые персонажи в этом фильме, они реальные, прототипы их реально существовали. И, конечно, вот такой опыт, он на самом деле очень такой важный, интересный вообще для того, чтобы в будущем раскрывать историю нашего региона. На самом деле было интересных моментов не только во время войны, наверное, да, период, например, гражданской войны, там, революционные времена. Я думаю, что якутское кино сейчас начнет развиваться дальше и будет входить уже вот в эти периоды тоже. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.